начала сезона в столице Коми зафиксировано 96 пожаров. Это примерно столько же, сколько за все лето прошлого года. Спасатели раздают памятки дачникам и проводят профилактические беседы. Егор Ильченко о причинах беспечности. Первые минуты проверки, и вот уже первое серьезное нарушение – загромождение одного из проездов строительными досками. Их привезли местные дачники, причем, по словам председателя товарищества, довольно давно. Хотя по правилам ширина дороги здесь должна быть не менее 3,5 метров. Теперь хозяевам строительного добра, если найдутся, грозит административный штраф – примерно 1500 рублей. Пожарные водоемы есть? Есть. Содержите? Да, сейчас прокопали недавно, вот там был забит он полностью, вода прямо под соседей уходила туда, все там прочистили, хотели уже кран вызывать, но без крана вообще. Тут же на месте сотрудники МЧС проверяют исправность и безопасность печей, электропроводки и наличие бочек с водой. Не обошли стороной и бани. В одной из них не оказалось предтопочного листа. Инспекторы, вручив хозяйке памятку пожарной безопасности, напомнили, для чего же он все-таки нужен. Обязательно посмотрите, Да. тут есть размеры указаны, какой он должен быть. Да. Притопочный Это лист. вот куда дрова складывать, вот сюда такой лист кладется. Да. Понимаете, Алюминиевый. просто чтобы искра, если будут вылетать, или угольки падать, Да. чтобы был такой металлический лист. Дачники охотно шли на контакт и в целом отнеслись к рейду с пониманием. Некоторые из них даже поделились с сотрудниками МЧС воспоминаниями о соседских пожарах. Возгорание когда произошло? Ночью? Нет, днем. Мы сразу вызвали пожарную, стояли, ждали там девочки мои у порога. Они минут через 20 приехали. Сразу же тут затушили все, потом еще одна машина приехала. На этот раз каких-либо серьезных нарушений выявлено не было. Тем не менее, учитывая пожары, которые продолжают происходить на дачах с пугающей регулярностью, сотрудники Госпожнадзора уверены, рейды нужно проводить как можно чаще. Тем более, жаркая пора еще впереди. Егор Ильченко, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.